В Международный день семьи в Инте выбрали Читу, которая будет представлять город на республиканском конкурсе «Семья. Богатство Коми-края». По мнению судейской коллегии, лидером муниципального этапа стала Чита Артемьевых. Торжественное чествование семьи прошло во время отчетного концерта коллективов Дворца культуры и техники. На главной городской сцене прошел традиционный отчетный концерт творческих коллективов Дворца культуры и техники «Большая семья». В этот раз он был необычным, так как проходил и в год семьи, и в праздник Международный день семьи. Уже не первый год отчетный концерт творческих коллективов Дворца культуры и техники носит название «Большая семья», потому что мы действительно большая творческая семья, которая ежегодно отчитывается о своей деятельности не официально, а для нашего любимого зрителя показывает вот такой итоговый концерт, который официально завершает творческий сезон. Ну и в этом году, который год семьи, сегодня Международный день семьи, поэтому все сошлось, и тематика выбрана к этому. А еще наш концерт будет посвящен знаменательной дате. 6 июня в этом году исполняется 225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому вот мы решили объединить так уютно, по-семейному, внедрить сказки Александра Сергеевича и сделать такой театрализованный, красивый большой концерт. Во Дворце культуры и техники вместе с филиалами, домами культуры «Октябрь», микрорайона Южный и железнодорожник поселка Верхняя Инта работают и творят более 20 творческих коллективов. Мы не в полном объеме, к сожалению, выступаем, потому что наши коллективы все самодеятельные. Мы, так сказать, зависим от человеческого фактора. И он всегда присутствует, и как раз он не всегда позволяет показать нам в полном объеме наши творческие силы. Но сегодня мы увидим вокальные коллективы, танцевальные коллективы, инструментальные, театральные. Большинство, конечно, сегодня будет на сцене. У лука я дуб зеленый, золотая цепь на дубе дом. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Идет направо, песнь заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бродит, русалка на ветвях сидит. Там на неведанных дорожках следы невиданных зверей. Избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Дом культуры «Октябрь», конечно же, принимает, потому что мы филиал Центрального дворца культуры и техники. Мы открываем программу гимном семьи. Коллектив «Вокальный республика» поет. Если мы вместе, мы непобедимы, держи меня крепче за руку. Мы неразделимы, крепче стены не найти на планете. Наши родители, дом, наши дети, дай Бог увидеть правнуков, дай нам быть счастливыми. Это самое важное на земле, это искренние объятия, это мы, это ты, это я, главная семья. Это первое слово и первый шаг, материться и сердце, смех малыша. Это мы, это ты, это я, главная семья. Международный день семьи ежегодно отмечается 15 мая, но его не стоит путать с Днем семьи, любви и верности. Этот праздник отмечают только в России, и приходится он на 8 июля, день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые в православии считаются покровителями брака и семьи. Семья – это источник любви, радости, счастья. Это близкие люди, которые дают вам силы, которые являются опорой в вашей жизни. Я желаю каждой интимской семье счастья, благополучия, чтобы у вас в семье все было всегда хорошо. С праздником! Нет на земле крепче союза, чем счастливая и дружная семья. Семья – это начало новой жизни, это традиции семейные, это продолжение рода. И семья – это наивысшая ценность, которую человек создает сам. И, конечно же, особые слова благодарности хочется произнести многодетным семьям приемным, семьям, в которых установлена опека,
установлено усыновление и удочерение. Низкий вам поклон за вашу любовь, за ваше воспитание, за ваш труд, за ваше терпение. И, конечно же, самой лучшей благодарностью для вас за ваш труд – это любящее детское сердце, это понимание, надежда, которая есть в глазах детей. Молодым семьям хочется пожелать, чтобы они любили, уважали друг друга, хранили и приумножали семейные традиции, чтобы они не забывали близких и родных друзей. И пусть в каждой семье царит мир, покой, взаимопонимание и любовь. В торжественной обстановке на сцене Дворца культуры и техники подвели итоги муниципального этапа республиканского конкурса «Семья богатства Коми-края». В нем приняли участие 4 семьи – супруги Шигаповы, Тягуновы, Веклич и Артемьевы. Поскольку год семьи, то проходит республиканский конкурс «Семья богатства Коми-края». Наш город тоже проводил отборочный этап, муниципальный этап. Он состоял из 2 заданий для семей. Это было спортивное задание, где они сдавали нормативы ГТО, и творческое задание, где они демонстрировали свои таланты. Победителем муниципального этапа республиканского конкурса «Семья богатства Коми-края» стала чета Артемьевых. Именно они будут представлять наш город в Сыктывкаре. Супруги воспитывают 3 детей, 2 сыновей и дочь. Мама Екатерина работает бухгалтером, а отец Евгений – начальник 20-го отряда противопожарной службы. У них много семейных традиций, они активно проводят время всей семьей. К сожалению, на праздничный концерт семья пришла не в полном составе. Глава находился в рабочей командировке. Традиционный отчетный концерт творческих коллективов Дворца культуры и техники завершил 79-й творческий сезон. Теперь интинского зрителя ждут осенью на новый юбилейный сезон, который будет приурочен к 70-летию Приполярья.